Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Более 2500 человек уже получили вакцину от COVID-19 в Якутии. Подробности процесса вакцинации. Холодно как на улице, так говорят о температуре в одном из жилых домов в Мирном. Этой зимой особенно тяжело. Хангаласский туризм превращается в бренд, как планирует развивать один из самых перспективных по развитию туризма районов Якутии. Вакцину против COVID-19 получили свыше 2700 жителей Якутии. Об этом на брифинге по эпидситуации сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова. Прививочная кампания сейчас проходит в 13 районах республики. Кроме того, министр подробнее рассказала о процессе вакцинации, в частности о том, что ставят 2 прививки. Вторую получают через 21 день после первой. Сегодня у нас механизм по вакцинации имеется следующий. Если вы работаете в трудовых коллективах, то ваш руководитель, работодатель заключает договора с медицинскими организациями, имеющими лицензию. Пока это только государственные учреждения, частные компании пока не вошли в этот перечень, хотя разрешение получено, но есть необходимые некоторые задачи и требования, которые они должны выполнить. Как только они это исполнят, возможно, будет и вакцинация в частных клиниках. Значит, записывают вас на вакцинацию в определенное время. Вы должны подойти. Для этого нет необходимости сдавать какие-то анализы либо исследования. Второй этап вакцины через 21 день. После этого вы считаетесь же вакцинированными. Титры обычно появляются где-то в среднем через 20 дней после второй вакцины. По информации Оперштаба, за минувшие сутки в Якутии выявлено 150 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 59 в Якутске. Помимо столицы, 13 человек заболели в Мегино-Кангаласском районе, 12 в Валданском, по 10 в Вилюйском и Мирнинском районах. В Нерюнгринском районе 9 случаев, в Амгинском 7, в Тампонском 5. Еще в 9 районах заболели от 1 до 4 человек. Около 120 человек за первый месяц Нового года обратились с обморожением в ожоговое отделение столичной республиканской больницы номер 2. Из них детей свыше 10, это в 2,5 раза больше, чем за декабрь месяц. Чаще всего якутяне получают глубокое обморожение рук, ног или же общее обморожение в состоянии алкогольного опьянения. Это 88% от общего числа случаев, говорят специалисты. Врачи советуют при обморожении ни в коем случае не растирать поврежденную часть тела снегом, не мыться горячей водой, не двигаться, а поскорее наложить термоизолирующую повязку и обратиться в больницу за медпомощью. Родственники, не понимая всего объема, какой проводится, требуют быстрейшей транспортировки к нам. К сожалению, это бывает невозможно иногда, когда пациент нестабильный, и риск транспортировки превалирует над его общим целесообразностью перевода к нам. Оцениваем все за и против. Не во вред пациента. Существует регламент работы, существует в первую очередь ставится во главу угла здоровья и жизни пациента, и только когда весь он стабилизируется, только после этого становится возможен перевод в наше профильное отделение. Холодно как на улице, так говорят о температуре в одном из жилых домов в Мирном. В 2017 году строение признали аварийным, но оказалось, что переселение и сноса ждать в лучшем случае 8 лет. Этой зимой жильцов уже не спасают ни обогреватели, ни теплые одеяла. Подробности у наших коллег. Здесь получается, вот то, что мы сделали, ремонт, оно ничего, вот оно как дуло ледяным ветром, так оно и дует, там холод неимоверный. Делать ремонт в аварийном доме в планы Марии Ведерниковой совсем не входило. Но куда деваться? Чтобы хоть как-то изменить погоду в доме, женщине пришлось потратить 80 тысяч рублей. Этого хватило на утепление и поднятие пола. Однако толку нет. Без обогревателей в квартире максимальная температура составляет 16-17 градусов тепла. Все, что мы не делаем, все, что мы не утепляем, дом гуляет, и из месяца в месяц появляются разные другие дыры и постоянно дуют со всех щелей, можно вот так сказать. Диана Вахрушева – соседка Марии. Обращается в различные инстанции ежемесячно. И до соцсетей дошла, писала обращение городским властям. У женщины от холода постоянно ломается бытовая техника, перемерзает стиральная машина и канализационные трубы.
Невозможно так жить. Мы очень хотим, чтобы нам сдвинули сроки, чтобы побыстрее расселили, потому что дом холодный очень, все перемерзает, 2 маленьких детей. Вот, бегать невозможно по полу. В колготках, в тапочках, в носках холодно. Такой же холод в квартире и у Инны Истоминой. Она также не раз обращалась к городским властям. Вместе с ней в аварийном доме живет мама, инвалид 1 группы. После инсульта она не двигается. И то есть, соответственно, походить, там, погреться она не может, и она просто лежит, постоянно замерзает. Я ее укрываю, ставлю камины, но все равно как бы очень некомфортно ей. Дом на 26 квартир эксплуатируется с 1980 года. Проблемы со строением начались в 2014-м. Тогда его жильцы и начали обращаться в мэрию. Но городские власти не признавали дом аварийным, пока в дело не вмешалась прокуратура. И в июле 2017-го дом все-таки вошел в программу. С тех пор у нас небольшие чуть-чуть подвижки пошли по воде и по электрике, а все остальное также и осталось в плачевном состоянии. Нас поставили на переселение, получается, на снос дома с 25 по 30 год и говорили, что как бы дом приведут в порядок, чтобы как бы люди могли хотя бы жить. Но проблема осталась на месте. Единственную проблему видим, чтобы либо привели дом в порядок, либо уже нас переселили. Но, как говорит сам начальник УК «Гарантсервис», что дом признали аварийным, денег на него не выделяется, и никакие, соответственно, ремонтные работы по поводу дома вестись не будут. С каждым годом ситуация с домом ухудшается. Сваи гниют, черновой пол обрушается, а чистовой проседает. В мэрии говорят, расселить жителей и снести дом раньше времени не могут, так как в программу сноса и переселения на ближайшие 5 лет попали дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Управляющей компании мы ставили задачу до конца января выполнить способом текущим ремонт, то есть устранить все эти щели, продувания и так далее. Да? Ну а у себя, чтобы нам все-таки найти какую-то экономию, нам же нужно аукционы проводить. Да? Вот мы посмотрим за период января-февраля, какая экономия может сложиться. И мы надеемся, что в марте мы заключим договор на эту экономию, да, и привлечем туда подрядную организацию. Жильцы дома снова готовят коллективное обращение в адрес главы города. Они считают, что в их случае текущий ремонт не поможет и боятся самого худшего – обрушения пола. Мария Флоренция, Алексей Меркулин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». В столице республики в Саха-политехническом лицее второй день продолжается 9-й открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Традиционно здесь соревнуются по 2 дисциплинам – столярное и гончарное дело в категории «юниоры». Сегодня завершающий день для столяров. Отметим, что все конкурсанты прошли отбор в своих районах. В течение 2 конкурсных дней ребята выполняют 4 модуля. Несмотря на появление большого количества различных материалов, столярное дело остается востребованным и активно развивается. В этом году участников 5 из 4 улусов и 1 из города вышел на региональный чемпионат. У них задание собрать оконную раму с шиповыми соединениями, удерживая градус. Я делаю места соединения деталей, которые внутри рамы. Они расположены под углом 50 и 40 градусов. Насколько это сложно? Но я без подготовки, поэтому сложно. Чемпионат «Молодые профессионалы» накануне стартовал и в Нерюнгри. На базе Южно-Якутского технологического колледжа соревнования проходят по 4 компетенциям. За началом конкурса наблюдала Екатерина Павлова. В этом году Южно-Якутский технологический колледж принимает у себя на региональном этапе 39 конкурсантов. Категории участников – 2 – юниоры и молодые профессионалы. Количество участников уменьшилось именно на юниорах. На юниорах у нас обычно до 10 участников. И когда мы делаем застройку конкурсной площадки, именно по юниорам мы делаем 10 человек, потому что школ очень много. Но вот в связи с пандемией, я думаю, тоже она сыграла свою роль. У нас многие участники отказались. Первоначально на этой компетенции заявлены были 12 человек. И они 3, получается, из нашего улуса, Нерюнгринского района, да, и остальные приезжие. И так как сейчас, во-первых, климатические условия такие сложные, ребята несовершеннолетние, ехать далеко. Вот, и многие эксперты, компатриоты и организаторы все-таки рассчитывали, что
конкурс будет проведен чемпионат в дистанционном формате. Формат чемпионата очный, с соблюдением требуемых норм. Сегодня стартовали работы первого модуля компетенции веб-дизайн и разработка среди юниоров. Участвуют 5 человек – школьники Нерюнгринского района, Горного Улуса и города Якутск. В категории «Молодые профессионалы», которые начнут свою работу с 20 числа, география участников не меньше – Нерюнгри, Вилюйск, Покровск, Якутск. Сегодняшнее задание для юниоров – создать веб-сайт для транспортной компании, осуществляющей пассажирские перевозки. Впереди у ребят еще 3 конкурсных дня и 4 модуля. Каждый модуль проверяет отдельные знания в тех или иных областях, знания тех или иных технологий. То есть, и зная все эти 4 модуля, то есть технологии этих 4 модулей, дети могут полноценно создать свой сайт, то есть работать уже веб-разработчиками. Второй раз за годы проведения WorldSkills в Нерюнгри в чемпионат включена компетенция видеопроизводства. Конкурсные задания здесь включают в себя 2 больших блока. Сегодня участники, молодые профессионалы, находятся на выездном задании, снимают фильм. После монтажа во второй конкурсный день конкурсанты представят свои работы. Помимо этого в колледже проходят соревнования по компетенциям ремонт и обслуживание легковых автомобилей и программные решения для бизнеса. Впереди неделя насыщенных конкурсных заданий, проверки знаний и побед. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Хангаласский район – один из самых перспективных по развитию туризма. В прошлом году Якутия приняла участие и вышла в финал всероссийского конкурса туристско-рекреационных кластеров, который был организован агентством туристических инициатив. Это позволило в полную силу приступить к реализации туристического потенциала Хангаласского района. Работа объединит как органы государственной и муниципальной власти, так и частных инвесторов и предпринимателей. Задач перед создателями кластера стоит немало. Это обеспечить известность и узнаваемость бренда «Хангаласский туризм», создание инфраструктуры и работа по привлечению туристов, в том числе и из-за пределов республики и даже России. На территории туристско-рекреационного кластера проживает треть нашей республики, и реализация данного проекта позволит улучшить качество жизни населения, которое проживает на этой территории. Проект действительно колоссальный, интересный, очень перспективный. Мы провели такое некое переосмысление туристского продукта на этой территории. Сегодня разработан единый бренд, единый архитектурный стиль, который позволит туристам на территории этого кластера провести свое время достаточно на высоком уровне и получить новые впечатления. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.